Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Во всех школах республики прозвенел первый звонок. В Абхазии 1 сентября начался новый учебный год. С Днем знаний учащихся, педагогов и родителей поздравил президент Асламжани. 1 сентября, наполненное радостными ожиданиями, всегда волнительно. Это особенный день для наших первоклассников, которые, впервые переступая школьный порог, вступают в прекрасный и удивительный мир знаний. Время учебы, как школьная, так и студенческая, это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, свяжете свою профессиональную жизнь. На этом пути с вами всегда рядом ваши родные и педагоги, отмечается в поздравлении. Порог Сухумской средней школы номер 1 имени Баграта Шинкуба в этом году переступили 76 первоклассников. Из них 44 мальчика и 32 девочки. Поздравить учащихся, учителей и родителей с началом учебного года пришли президент Асламжани, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. От главы государства директору школы был вручен сертификат на приобретение компьютерной техники. Поздравляя школьников с Днем знаний, Асламжани отметил, что учеба в школе имени великого абхазского поэта Баграта Шинкуба возлагает на них особую ответственность, и поэтому они должны учиться еще лучше. Ашхирхава, Абраков, Яхипцо, Авещей, Абхашей. Ферахишкол, их заход Баграт Василий Па, Шинкба. У их атак Хопра, Финетут, Итигегне, Ацара, Штарс. Фягензай, Фипсадгил, Лянш. В Сухумской армянской средней школе номер 9 имени Аванеса Туманяна состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний и открытию учебного заведения после капитального ремонта. Праздник начался с государственного гимна Абхазии, поднятия флага страны, затем присутствующие почтили минутой молчания память погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Торжественное мероприятие посетил президент Асламжани. Все подробности в репортаже Али Китрапш. 1 сентября – это не просто начало учебного года, это начало нового этапа в жизни детей, которые стали первоклассниками. Перед ними открывается огромный мир знаний, мир удивительных возможностей. В Сухумской армянской школе номер 9 имени Аванеса Туманяна сегодня двойной праздник. Школа открыла свои двери после капитального ремонта. Директор школы Аза Киян в своем выступлении подчеркнула, что открытие обновленной школы для всего педагогического состава и учащихся – долгожданное событие. Она поблагодарила мецената, выпускника школы Айка Зибеляна, благодаря которому и был сделан ремонт. Много лет назад Айк Рафикович являлся нашим учеником. И как показало время, он сохранил в сердце трепетное отношение к стенам родной школы. Также коллектив 9-й школы выражает благодарность за поддержку в столь нелегком деле руководителю проекта Папазяну Михаилу Акоповичу. Выражаем благодарность за содействие и помощь Юмукяну Андронику Эдуардовичу, Визиряну Акопу Хачиковичу, Нубаряну Ваграму Владимировичу, Минасяну Алику Арутюновичу и многим другим. На сегодняшний день, благодаря Айку Рафиковичу Зибелян, более 170 учеников начнут обучение в комфортных, благоустроенных классах. Верю, что у школы номер 9 не только славное прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее. Сухумская армянская школа была открыта 116 лет назад. За более чем вековую историю школа славилась своим обучением и воспитанием подрастающего поколения. Выпускники школы – это достойные представители разных профессий – деятели культуры, врачи, педагоги, экономисты, юристы. Президент Асламжани поздравил педагогический коллектив школьников и родителей с Днем знаний. Праздник 1 сентября символизирует не только начало учебного года, но и ожидание новых интересных событий. Особенное волнение испытывают первоклассники и их родители. Я убежден, что учителя станут для первоклассников добрыми наставниками
и проводниками в чудесную страну знаний. Сегодня для руководства, педагогического состава, учащихся и родителей вдвойне праздничный день. Школа открывает свои двери, обновленная, преобразившаяся благодаря человеку, который учился здесь, бизнесмену Айку Зибеляну. Уверен, что это послужит стимулом для новых достижений и высот. Желаю вам в учебном году успехов и удачи. Бари Джанапар, Мямш. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия выразил уверенность, что в школе будут ценить сделанный ремонт, а ученики будут радовать своими победами на олимпиадах. Учителя, ученики 9-й средней школы, для вас сегодня настоящий праздник. Вам очень крупно повезло. И я надеюсь на то, что весь педагогический состав в лице Аза Владимировны Вас будет ценить этот бесценный дар, будет хранить и приумножать традиции школы, чтобы здесь побеждали в олимпиадах, в конкурсах, и имя 9-й школы гремело на всю Абхазию. С праздником вас, в добрый путь! Инал Габлия от лица президента Аслана Бжани вручил директору школы сертификат на покупку компьютерной техники, а меценату Айку Зибеляну благодарственное письмо и символ мужества и чести – набор кинжалов. Слова благодарности и признательности за обновленную школу прозвучали и от депутатов парламента. Когда мы с Айком Рафиковичем встретились, когда он сказал, что он имеет огромное желание оставить след и восстановить ту школу, где он учился, и тем более мама у него преподавательница. И мы тогда вместе с ним приехали к нашему президенту Аслану Георгиевичу Бжане и сказали, что есть такое пожелание, и это есть возможность. И это было 5 месяцев тому назад. Честно говоря, многие не верили, думали, что это будет долгострой. Но, как видите, слова с делом не расходятся. И сегодня мы видим прекрасные образовательные учреждения. Я надеюсь, что так будут и дальше во всех школах. Мне кажется, что это и есть символ, это и есть памятник дружбе, взаимопониманию и взаимоуважению, которые были, есть и будут в абхазском обществе. И обращаясь к нашим дорогим первоклассникам, ученикам, я хотел бы сказать, что та формула, которая нам досталась от великих наших современников, вы должны ее сохранить и приумножить. Это не математическая, не химическая, не физическая формула. Она состоит из 2 слов. Сила в единстве. Будем верны этому принципу, значит, еще много свершений и побед ждут все наше государство. Главные герои дня, конечно, первоклассники. Их в этом году в Сухумской армянской школе 15. Несмотря на волнение, они прочитали стихи на родном языке. Տարերը պսպես բացել խանդես, տարերը ռարկոն, տարերը մտոնը, մերեցե դոնաս, ռարկե մսխար, մնքես զրոմ խալոսը Старшеклассницы из школьного ансамбля исполнили зажигательный танец. Затем прозвенел первый звонок, и президент Аслан Бжани с Айком Зибеляном перерезали символическую красную ленту. Первоклассники вместе с родителями и учителями направились в свои классы. Аслан Бжани также осмотрел школьные кабинеты и заглянул в 1 класс. Вы его знаете? Видели его? Да, Кто это? президент. Давайте мы похлопаем. В первый осенний день начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь ждет первоклассников, и поэтому необходимо запастись терпением и детям, и взрослым. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Александр Анкваб поздравил школьников, педагогов и родителей с началом учебного года. Глава правительства подчеркнул, что педагоги заслуживают особую благодарность за трепетное отношение к высокому призванию, за любовь к воспитанникам, за то, что с неимоверным усердием и терпением раскрывают индивидуальность и таланты своих учеников, задают жизненные ориентиры. По сути, в школе формируется еще одна семья, в которой все устремлены к общей цели – формированию образованных, перспективных и успешных поколений абхазского общества, говорится в поздравлении Александра Анкваб. С началом нового учебного года школьников, студентов, родителей и учителей также поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Пусть наступающий учебный год для всех школьников и студентов наполнится яркими событиями, увлекательными открытиями и отличными результатами. Главная наша задача состоит в создании условий подрастающему поколению для реализации своих способностей в учебе, спорте, науке и искусстве. И в том, чтобы те, кто вкладывает свои силы в процесс его воспитания, чувствовали себя под надежной защитой государства, говорится в поздравлении. В этом году в третью столичную школу имени Воронова пошли 130 детей. Из них сформировано 5 классов. Есть абхазские и русские секторы. Наша съемочная группа побывала на торжественной линейке этой школы. Репортаж Эсмы Голландзе. Мы приглашаем первоклассников, которые выйдут в сопровождении своих преподавателей. Ходить в восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не будут никак. Главные герои дня, конечно, первоклассники. Уроки, домашние задания и контрольные – все это потом. А сегодня улыбки, радость и волнение. Ведь для первоклашек День знаний – это нечто большее. Новые впечатления и встречи с теми, с кем предстоит подружиться и пройти 11 долгих школьных лет. А рядом мамы, папы и бабушки, которые, затаив дыхание, любуются первым выходом своего чада на торжественную линейку. Мы дошкольниками были, мы ходили в детский сад, мы лепили с пластилина и лошадок, и зайчат. А теперь, открывай нам, школа, дверь, поскорее подари расписные буквари. Мы хотим скорее учиться, подружиться с букварем. От страницы до страницы мы к весне его прочтем. А теперь, открывай нам, школа, дверь. Принимайте в школе нас. Здравствуйте, мы 1 класс. Не меньше волнуются и те, кто перешел в 11 класс, выпускники. Скоро им вступать во взрослую жизнь, где главное – найти себя в профессии. 1 сентября – особый день и для преподавателей. Ведь именно рядом с ними дети растут, учатся дружить и понимать друг друга, приобретают знания и важные человеческие качества. Школа имеет большие традиции, школа историческая, ей более 100 лет. И мы гордимся тем, что во дворе нашей школы провели самые лучшие годы известный писатель, имя которого широко известно во всем мире, Фазиль Абдулович Искандер. Наша школа носит имя выдающегося ученого, археолога, общественного деятеля Юрия Николаевича Воронова. И мы хотим, чтобы каждый из вас, который переступил стены нашей школы, прославлял не только нашу школу, но и всю Абхазию. Торжественная линейка, организованная необычно и ярко, впечатлила детей и наверняка запомнилась на долгие годы. Звучит для кого-то привычный, а для кого-то первый в жизни школьный звонок. В руках первоклассницы Анастасия Амичева. Несет ее на плече старший брат, учащийся 11 класса Астамур. В этом году в третью столичную школу имени Воронова пошли 130 детей. Из них сформировали 5 классов. Есть абхазский и русский секторы. Пожелаем всем школьникам отличных оценок, творчества и интересных событий в новом учебном году, а педагогам и родителям мудрости и терпения. Эсма Голландзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов 1 сентября поздравил учеников вспомогательной школы Сухума с Днем знаний. Россотрудничество передало школе в подарок 300 книг, учебников, прописей, азбук, художественной литературы. В этом году в 1 класс вспомогательной школы пошли 13 детей. Всего в школе обучаются 146 человек. 9 класс оканчивают 20 учащихся. 1 сентября распахнули свои двери для учащихся и все школы Гагарского района. За время летних каникул в некоторых из них был проведен частичный ремонт. В этом году в районе в 1 класс пошли порядка 500 первоклашек. О готовности школ к началу учебного сезона в репортаже наших коллег из Гагра ТВ. Повестка дня – готовность учебных заведений к началу нового учебного года, пожарная безопасность и подготовка к 30-летию освобождения Гагарского района. И ряд других разных вопросов, которые волнуют нас: статистическая документация, работа библиотек, повышение заработной платы учителям на 10%. Очень приятная новость к началу учебного года. Да, это будет от ставки, конечно, процент. Но в любом случае сегодня мы все эти ведомости уже подготовили. Я думаю, будет приятным бонусом для наших учителей, которые, несмотря на очень сложное время, всегда очень ответственно и добросовестно подходят к своей работе. За время летних каникул силами администрации Гагарского района и меценатов в 4-й средней школе был обновлен фасад здания, заменены оконные рамы, дверные проемы и полностью заменена кровля. В Гагарской 3-й школе ведется частичная замена кровли, а крыша Пицунской 1-й школы меняется полностью. Совместно с международной организацией ЮНИСЕФ в Цандрипшской 2-й школе были отремонтированы санузлы, но их работа была невозможной из-за отсутствия очистных сооружений – септиков. Усилиями администрации района этот вопрос был решен. Для Бзыбской 1-й школы администрации района было выделено 200 тысяч рублей для косметического ремонта помещений 1-х классов. Есть и такие учебные заведения, ремонт которых только ожидается. Очень сложная ситуация в Бзыбской 2-й школе с кровлей, но мы уверены, администрация уже уведомила нас, что они включат эти работы на 2023 год. На данном этапе в школы района было подано порядка 480 заявлений на поступление в 1 класс. Прием заявлений все еще продолжается вплоть до 5 сентября. В этом году мы столкнулись с серьезной проблемой. Не хватает мест в 1-е классы таких школ: Гагарская 2-я, Гагарская 4-я школа. На данном этапе и 4-я, и 2-я школа у нас уже классы 1-е сформированы по 3 финкласса. Мы посмотрим, сколько заявлений поступит в последние дни, и будем думать о том, чтобы открыть дополнительно 4-й класс в Гагарской 2-й школе. Что касается Пицунды, Цандрипща, Бзыби, там у нас количество мест достаточное. Все детки, которые подали заявление, были зачислены в 1-е классы. Начало учебного года – это всегда траты для семей с детьми. Покупка необходимой канцелярии, школьной формы, учебников. В этом году по договоренности с Министерством просвещения России Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия обеспечило более 90% школ учебниками российских издательств с 1 по 7 классы. Мы привезли 25 августа все учебники, которые издаются в Республике Абхазия и соответствуют нашему учебному плану. Сегодня и завтра эти учебники будут распределены между школами, а далее между учащимися. Количество достаточное, даже выше той заявки, которую мы делали. Надеемся, что и то, что было обещано выше, будет своевременно представлено, и мы всем детям сможем раздать учебники за счет школы, государства. К середине сентября планируют доставить учебники для 10 и 11 классов, а затем для 8 и 9. О том, как прошел День знаний в школах Галского района, в репортаже журналистов Гал-ТВ. Вот и закончились летние каникулы, и настала пора нового учебного года. Нарядные дети с цветами и шарами отправляются на праздник первого звонка в свою родную школу. Традиционные линейки, посвященные 1 сентябрю, прошли во всех общеобразовательных учреждениях Галского района. Очень рада, что началась школа, я буду хорошо учиться, и я скучала по друзьям и по учителям. Мы рады, что школа началась, мы очень сильно скучали. Я приложу все усилия, чтобы учиться хорошо. Поздравляю всех учащихся с началом учебного года. Я хочу пожелать каждому
крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и удачи во всем. Учащиеся, преподаватели и родители с улыбками на лице заполнили школьные дворы. Счастливые ребята радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. Почетными гостями школьных торжественных линеек стали заместитель главы Галского района Джамбул Кортава и завро Екатерина Габелия. Я хочу, чтобы вы в этой школе в первую очередь научились учиться. Когда вы научитесь учиться, у вас получится все. Получайте знания, берите пример с ваших старших братьев, сестер. Классные руководители, терпения вам, здоровья, всему коллективу, удачи. Года у нас были очень трудные. Я надеюсь, что этот год будет здоровый, плодотворный. Родители, здоровья вам, терпения. Всегда оставайтесь рядом с вашими детьми. И, конечно же, выпускники и вся школа. Добрый путь, хороших оценок нам. В новом учебном году первый звонок прозвенел для 2803 школьников Галского района. 1 сентября также особенно радостный и волнительный день у тех ребят, которые впервые перешагнули порог школы. Он знаменует начало учебы, новые встречи с огромным миром знаний, которые готовы открыть педагоги для своих учеников. В этом году в первый раз за парты сели 257 первоклассников. Первоклашки сегодня впервые надели школьную форму. На лицах каждого из них читалось волнение, ведь они еще только вступают в мир знаний, где им предстоит узнать много нового и интересного. Педагоги и учащиеся подготовили развлекательную программу. Гостям были представлены хореографические и музыкальные номера, а также стихотворения о школе. Обещаю вам сейчас, это будет самый лучший, самый дружный в школе класс. Многие из школьников радостно отметили, что рады началу учебного года. Они скучали по родной школе, по одноклассникам и преподавателям. Я очень рада началу этого учебного года. Я с нетерпением ждала начала школы и очень сильно за эти 3 месяца соскучилась по своим друзьям. Я всем желаю огромных успехов. Поздравляю всех с началом учебы, желаю всем удачи. И я очень скучала по школе и по друзьям и учителям. После того, как прозвучал традиционный первый звонок, школьники проследовали в здание школы на свой первый в этом году классный час. Мир будет исходить из ваших рук. Вот как вы будете делать мир, таким он будет для вас всех. Я просто вы жили мирными людьми, мирное время и мирного неба, счастливого выбора головой. Я вас всех люблю, растите и радуйте нас и своих родителей. Все. Обнимаю вас всех. Хочется пожелать всем ученикам успеха в учебе, а учителям послушных подопечных, терпения и сил в их нелегкой и очень важной профессии. Поздравляю учителей, ребят, желаю им всего хорошего, учителям терпения, чтобы ребята уважали, ценили. Самое главное для детей, конечно, учеба, здоровье. И, конечно же, счастье. Всем родителям. Вот сегодня первоклассники пришли, это очень радостно. Каждый год это радость. Пускай это 11 лет, это дети, которые начинают сегодня учиться, 11 лет так пройдут спокойно, под мирным небом, чтобы все было хорошо и прекрасно. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Гал ТВ. К другим темам. Президент Аслан Бжанев встретился с представителями движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Обсуждались актуальные вопросы социальной и общественно-политической жизни страны. Участники встречи говорили о подготовке празднования в 2023 году 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Руководитель движения Гули Кичпа высказала пожелание учредить орден материнской славы. По ее словам, этот орден обещал учредить Владислав Арзенбам, и важно, чтобы к юбилейной дате этот вопрос был решен. Также обсуждались вопросы пенсионного обеспечения, социальной поддержки и помощи матерям погибших защитников Отечества. Была затронута и тема передачи Российской Федерации имущественного комплекса госдачи Пицунда. Аслан Бжанев заявил, что мнение матерей погибших имеет особое значение. Со своей стороны я готов отвечать на все вопросы как представителей оппозиции, так и в целом граждан, у которых данное соглашение вызывает
вызывает обеспокоенность. Считаю, что соглашение надо ратифицировать, и я абсолютно убежден в правильности данного решения, сказал президент, подчеркнув, что документ не несет в себе никакой угрозы для Абхазии. Представители движения высказали поддержку курсу руководства страны. Они подчеркнули важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа и будущего детей. Встреча длилась более 2 часов. В ней принимал участие руководитель администрации президента Джансух Нанба. Ни о какой форме продажи земли в Абхазии речи быть не может. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжанев в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной слухами и домыслами о продаже земли. В заявлении президента говорится: «Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам. В основном законе страны, Конституции Республики Абхазия, четко прописано, что земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат. Президент Республики Абхазия является гарантом исполнения Конституции, и как глава государства я буду со всей ответственностью выполнять возложенные на меня обязанности в отведенный мне срок на должности президента Республики Абхазия», отмечает Аслан Бжанев. В МИДе России состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Арзенба со специальным представителем МИД России по вопросам союзного государства России и Белоруссии Виктором Сорокиным, сообщает медиацентр МИД. Стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства союзного государства России и Белоруссии, социально-экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе. В акватории Гагры в районе Колоннады утонул житель Перми Дмитрий Порозов, 1985 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС. Тело погибшего доставлено в морг Гагарского ЦРБ. Причины трагедии устанавливаются. Абхазские военнослужащие вернулись домой после участия в международных армейских играх «Армии-2022». В Сухумском аэропорту их встретил первый заместитель министра обороны Беслан Свижба. Команда вооруженных сил Абхазии уже 3-й год участвует в международных армейских играх. В этом году они состязались в 7 конкурсах, в одном из которых «Снайперский рубеж» впервые. Несмотря на это, наши армейцы показали хорошие результаты и стали 4-ми. Международные игры «Армии-2022» прошли с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Несомненно, приобретенные в рамках игр навыки, знания и опыт пригодятся абхазским военнослужащим для следующих армейских игр. Мирно, вольно. Так, товарищи офицеры, участники международных армейских игр, хочу от имени министра обороны, от себя лично, от руководства Министерства обороны хочу поблагодарить за активное участие на этих конкурсах. Хочу довести отдельно, что на следующей неделе, к концу следующей недели, все участники армейских игр «Армии-2022» в Министерстве обороны в актовом зале будут проводиться подведение итогов. Каждый руководитель конкурса будет делать доклад со слайдами. И там на месте уже будем поощрять более успешно, кто участвовал. Поблагодарим, это уже отдельно. Понимаю, было тяжело, но преодолели. Это еще раз показывает о том, что мы на правильном пути. Еще раз хочу выразить огромнейшую благодарность за образцовое выполнение поставленных перед вами задач. 2 сентября город Сухум останется без питьевой воды. Как сообщает столичный водоканал, это связано с работами на насосной станции номер 2. Воды не будет во всех районах города с полуночи до 24 часов.
В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 2 сентября на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, удушливо жаркая погода. Температура воздуха ночью 19-24, днем 28-33 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.